Женя, расскажи, как долго ты работаешь с дранкой? Вітаю! Сёння мы на вытворчасці стаціва і ў гэтым выпуску пакажам вам і раскажам пра старажытную тэхналогію драўлянага даху, якая называецца дранка. Дранка – гэта адна з найстарэйшых тэхналогій драўляных дахаў у Еўропе. Гэта тонкія драўляныя дошчачкі, якія ўкладваюцца ў нахлёст і ствараюць шматсталёвую дыхаючую страху. Гэта натуральны матэрыял без пластыку. Дранка дыхае разам з домам. Дождж гучыць мякка і натуральна. Яна прыгожа старэе, а таксама узмацняе адчуванне прыроды. Такім чынам хаткі з'яўляюцца экалагічнымі ад колаў і да даху. Драўляную дранку выкарыстоўваюць у архітэктуры ўжо сотні гадоў. Яе можна сустрэць у Еўропе, у Карпатах, у Скандынавіі і нават у Японіі. У японскай архітэктуры гэтая тэхналогія называецца кокерабукі. Гэта простая і мудрая тэхналогія, якая прайшла праз стагоддзі. Сегодня мы разговариваем с мастером, с ремесленником по дереву, с Евгением. Женя, привет. Привет, Петя. В сумме, если взять, сколько ты лет уже занимаешься дранкой? Лет 8. Лет 8 уже. Это большой опыт. Что тебя привлекает вот именно в этой работе с деревом? Вот что ты можешь выделить, возможно? Ну, здесь конкретно по дранке, здесь нет ограничений, здесь все упирается лишь в твою фантазию. Такой материал. Ее можешь прибивать, используя разные рисунки. Можно торцевать ее под углом, можно закруглять. Все на самом деле, вот насколько позволяет тебе твоя фантазия для реализации того или другого проекта, и все. У тебя нету таких вот моментов, что вот надо сделать конкретно так, и вот больше. По сути, никак. это как пластилин, да, из которого можно лепить. Делаю дранку не толстой. Вот она где-то 5-6 миллиметров в среднем. Где-то делали ее и потолще. Но есть такой момент, чем толще дранка, да, тем она в себя в воду втягивает больше и сохнет дольше. Вот. А у нас климатическая зона такая, что бывает зачастую дожди идут через день, через два, может пару раз в неделю. Это сейчас вот как-то суховато. Вот. Прошлый год. И для того, чтобы дранка намокла, для того, чтобы ей высохнуть, пару часов требуется. Вот. И она проветривается великолепно и высыхает. Вот такого цвета она выходит из-под станка. Почему используют именно осину, вот, не другие породы деревьев? Осина не боится воды. Вот раз. И со временем она приобретает такой серенький цвет. И костенеет, она становится прочнее. И срок службы такой крыши практически до 100 лет. Если, например, забить тот же самый фасад, либо же крышу дранкой, то в помещении, особенно летом, когда солнце припекает очень хорошо, она отражает тепло, отводит, и в доме прохладно. Что насчет зимы? Вот как человек себя ощущает в таком домике, в такой хатке зимой, допустим? Ну, это как дополнительный лист утепления. Тоже, да. Можешь пару слов, если хочешь сказать еще нашим подписчикам? Подписывайтесь на наш канал и будьте с нами. Следите за нами. Здесь все только начинается, и продолжение будет. Да, мы строим свою сеть домиков на природе, для того, чтобы люди могли перезагрузиться, отдохнуть от городского шума и почувствовать гармонию себя и природы. Нам можно приехать не только, как говорится, посмотреть, как это все происходит, производство, а также где-то и поучаствовать в самом процессе. Все, спасибо, Женя, за интервью. Очень приятно было с тобой поговорить. Взаимно. Ідэя нашага праекта складаецца з таго, што сёння сапраўдная раскоша – гэта простое жыццё. Гэта магчымасць перазагрузіцца і зноў адчуць сувязь з самім сабой і з прыродай. Ужо ў сезоне 26-го года нашы хаткі з'явяцца ў унікальных месцах Еўропы. Да сустрэчы!